Добрый день. У эфіру «Радио Свобода», з вами Галина Бакунчик. Зараз ми стоїмо у підйомному переході біля площі Якуба Колоса. Тут розпочинається флешмоб, який ладить громадська молодіжна організація «Альтернатива». Сенс цього флешмобу – показати абсурдність тих податків, які з'являються тут у нас у Білорусі. І передусім відправним пунктом таким є, це, звісно ж, податок на дармоедство. Ну, зараз активісти цієї організації покуль что развешивают на стенах плакаты с магчимыми податками, с перспективой магчимых податков. И тут в этом переходе вельми шмат людей, які проходять у метро, які йдуть на близкий Комаровский рынок, и реакция людей такая вельми розная. Некоторые люди жартуют, смеются, некоторые оказываются обурені этими податками. Ну, мы поразмовляем с людьми, а покуль я бы все ж таки хотела, как першее слово сказал лидер организации, який проводит этот флешмоб, Олег Корбан. Олег Корбан зараз размещая улетки, но хотелось, как вы кольки слова сказали, все ж таки про сенс этой акции. Про сенс акции. Все вельми просто. Сегодня мы показываем политику улады, что заместо того, как думать некие реформы, как не робить країну все ж таки одновекторной, робить больше демократичной, яны отчувают финансовый кризис, так, нема грошей, и что, яны придумывают новые податки для людей, только сидят и думают, где, с чего взять людей гроши. И ни одной еще уже гучали такие, может быть, нават смешные, может быть, абсурдные пропанов, например, той же податок на яйки, его, как мы бачим, и так далее. Сегодня мы вырашили зладить такий флешмоб, такую акцию, как показать минакам, показать громадству, что коли мы все будем молчать, то такие податки станут реальностью. Треба выказываться, треба выказывать свой протест, выказывать свое меркование. И, может быть, неким чином стимулировать улады, кого они все-таки ладили отповедные реформы. Бо з народу сіскать опошние гроші, это нонсенс просто. 21 стагоддя центра Европы, это шок. Як эта акция будет проходить технично, что вот предугледживается, вот, яка праця з людьми і на який винік ви розлічуєте? Ми плануємо усталювати наші скрині, такі відповідні скрині схематичні для збору так званого податку. Після будемо проводити ладити питання Мінаков, як вони ставляться до цієї теми, і може бути якісь їх пропанови, які можна чекати від влади нові абсурдні податки. Ці будете чекати пропанову, як з ними змагатися? Так само, так. Дякую велике. Дякую велике. Ну, пакуль што ладзіцца гэта акцыя, яшчэ, можна сказаць, вядзецца падрыхтоўка да яе. Бачым на сценах размяшчэння улётак. Тым часам у пераходзе спыняюцца людзі, чытаюць уважліва, здымаюць на свае тэлефоны, выказваюць абурэнне. Мы паспрабуем паразмаўляць зараз з некаторымі мінакамі, якія тут прыпыніліся. Добрый день. Калі ласка, скажите, вы тут выпадково шли, проходили мимо, спынились ці як? Спынились, потому что налоги зараз каждый день появляются новые, и через некоторый час не будет даже хлеба купить. Вот. Все будет идти на налоги. Что вы думаете вот про то, что вот зараз тут отбывается и что в огляд отбывается в Украине? Это акция новых податков, якая влада, ну, как кажется, приймає новые податки, да, я выступаю против этого, потому что люди зараз губляють працю, да, і тяжко знайти працю. Я сам будівник, так само згубив працю, мені складно працю знайти, да, а тут ще приймають такі закони супроти домоєдства. Чому ви, як ви думаєте, чому їх приймають? Що ви думаєте про це? Кризис економічний, да, в Білорусі, тримується, да, грошей нема, а де взяти? Як поповнити бюджет? Треба у людей забирати гроші. Це правильно? Ні, так не повинно бути. Треба реформу економічну проводити. Дякую вам, дякую. Ну, зараз поглянемо так само ще на переход, як люди реагують, спиняються і цікавляться тим, що вони бачать. Добрый день, добрый день. Журналисты, пару слов скажете? А что сказать? Тут, коли бачите, тут написано, что какие у нас податки есть, какие могут быть. Так оно, наверное, и будет так. Что вы думаете про это? Хорошего ничего.
Ну, просто надо как-то собраться, не знаю, чтобы все люди подумали, куда это все идет и к чему мы клонимся. Работать, да, надо, но налоги платить надо, я согласен со всеми, но чтобы достойно была и работа, достойная зарплата, тогда никто не будет обижаться ни на жизнь, ни на что. А когда люди ищут работу, не могут найти, везде люди требуются, а никто не может не устроиться ничего, и правильно? Вот я знаю, приходят сейчас налоги, вот как говорят, за тунеядство, да. Я не работаю, меня просят, допустим, к примеру, заплатить. У меня нету денег. У меня есть друзья, они одолжат. Говорят, а потом скажут, а где вы взяли у друзей? А почему друзья где взяли? Почему я должен, если есть люди, есть друзья, люди помогать должны друг другу, а не давить друг друга этими всеми налогами. Просто как-то надо, я не знаю, я, конечно, не сильно в этом, в правовом деле грамотный, но все равно, может, как-то надо подойти к народу, узнать все, посоветоваться с людьми, как лучше сделать. А так вот все это с бухты-барахты, я не понимаю сильно в этом, конечно, честно вам. Дякую вам. Сколько людей, столько мнений, у каждого свое мнение, правильно? А как это будет? Дякую вам за ваше, дякую. Ну, ось таке міркування вказують люди. Зараз будемо розмовляти з удільниками акції. Який їхній посил? Я так разумею, вы один из удельников этого флешмоба, правильно? Да. Что у вас? Что тут написано и что вы этим хотите сказать вашим подписом и вашим уделом? Ничего. То чему тут стоите? Ну, не ж позвали на... На акцію. Дякую вам, дякую. Ну от спиняються молоді люди, будемо розмовляти з ними. Скажете кілька слов? Ну что вам сказать? Ну ви, напевно, ще не працюєте самі, правильно? Нет, учимся. А батьки ваші? Працуют. Праця їх є? Ці вони що-нибудь про податки ведають, що податки на тунеядство складаються на людей? Не знаю. Нічого про це сказати не можете? Ні. Добре, дякую. Вам ще рано переговорити. В будущем новые налоги наших властей. Тим часом удільники акції починають розмовляти з мінаками і пропонують виказати міркування, які податки ще можуть бути ускладені на громадян. Да, вообще молодцы. Чому рекомендуєте, чому вам ви бачите цю акцію актуальною? Дальше законодательство в порядке. Добрый день, добрый день. Журналисты хотели поразмовлять с вами про то, что тут отбывается. Скажите пару слов?
Ну, люди не дуже відгукаються на пропанову поговорити, тому що тут є відеокамери, і не всі готові казати от на відеокамеру. Тим не менш, люди припиняються і цікавляться тим, що тут зараз відбувається. От наших властей. Добрий день, молодий чоловік. Тут є пропонова виказати своє міркування відносно тих податків, які є у нашій країні. Меня не касается налоги, я буддист. Я считаю, что никто никому ничего не должен, в принципе. Поэтому обогащайтесь духовно, и все будет хорошо. А ці треба от ніяк людям, коли люди не задоволені ніяким податком, ці треба ніяк змагатися до того, як їх не було, ці як, які дії можуть бути? Ці не треба ніяких дій. Познавать дзен, и тогда все будет хорошо. Познавайте дзен, друзья. А що це? Это любовь в сердце и ко всему миру. Дякую, дякую. Вот такі міркування є. Я нагадаю, що в ефірі Радіо Свобода ми ведемо пряму трансляцію з такої вуличної акції флешмоб, яку проводять лідери молодіжної громадської організації «Альтернатива» для того, щоб притягнути увагу громадськості до податків, які є у нашій країні. Передусім, це, звісно, податок на дармоєдство. І відштовхуючись від цієї ситуації, пропонують мінакам продугледзець, які ще податки можуть бути у нашій країні. Ну от у приватності на стінах розміщені ульотки з можливими пропонованими податками. Податок на здоров'я, податок на сонце і сніг, податок на лишні кілограми, на інтелект, на повітря. Податки. І пропонують зараз людям порозмовляти на цю тему, наскільки вони об'єктивні, наскільки вони потрібні, справедливі і так далі. Добрий день. Є можливість виказати ваше міркування відносно податків. Передусім, податок на дармоєдство, який недавно уведен. Що ви думаєте про його? Чи він вас тичиться, чи може ваших близьких? Он меня касается, потому что я вообще живу в России. Вот, и мне, наверное, пришел этот налог на дармоедство. Мне сказали там люди, которые снимают эту квартиру, где я зарегистрирована, вот, что там есть какие-то бумажки лежат, уже там 1000 штук там их лежит. Но у меня пошли мои знакомые, там, ну, родственники, забрать, что мне там пришло. Вот. Но им не отдали. Ну вы что думаете про это? Я так разумею, вы громадянка Беларуси, да? То есть вы можете под это потратить? Да, нет, так я уже, наверное, потрапила под это. Ну что думаете про это, про такие Я податок? думаю, что это нарушает права, честно говоря, человека, который вроде как, с одной стороны, имеет право жить и там, и работать на себя, потому что я знаю, что я плачу налоги, пользуясь магазинами и всеми остальными благами, понимаете? А здесь в Конституции, я сама читала, что в Конституции это, то есть заставляют тебя работать там, где ты, может быть, и не хочешь работать, понимаете? Но очень много людей работает, и, ну, скажем так, содержит семью, оплачивая, может быть, налоги, скорее всего, в магазине, нежели государству или российскому, или белорусскому, только потому, что очень маленькие зарплаты. А мести улицу у нас, может быть, всем хватит, но имея, например, 2 высших образования, я считаю, что мести улицу – это унижение для человека, для того, кто действительно закончил. И в данный момент у меня самой знакомые, как бы, ну, скажем так, их сократили, потому что 40% убыточных мероприятий в Беларуси. Предприемство. Да.
предприятия, мероприятие сказала, предприятия в Беларуси убыточные, поэтому их когда сократили, им предложили в бюро занятости утром, говорит, все равно у вас зарплата будет вроде как та же, но утром будете подметать просто улицу, вот и все. Поэтому я считаю, что это как-то чересчур. То есть в Европе платят безработным пособие, а у нас из безработных людей давайте за то, что вы не работаете, предоставь сначала места хорошие, рабочие места, каждому по специальности, тогда можно поговорить. А если ты не предоставляешь места по специализации, то есть человек закончил, человек жил этим, работал, его сократили, давай теперь нам плати. Откуда платить? Просто у меня несколько знакомых, я вот приехала сейчас, несколько знакомых, они уже получили это бумаги эти. Я думаю, что я тоже их получила, но я просто там не живу, где я зарегистрирована. Вот и все. Як ви думаєте, що в цій ситуації люди можуть робити? Ці мусять нечто робити? Лично я, например, собираю сейчас документы, что я работаю в России. То есть там, что я не находилась 183 календарных дня на территории Беларуси. Вот. Хотя сейчас я работаю в Беларуси, и там, и там. Ці мають ці некий досвід той же російський, ці там нечто подобне існує? В России, вы знаете, что в России пока что этого не существует насчет налогов, да, но дело в том, что я столкнулась с такой ситуацией, что никто оформлять официально на работу, если это частное предприятие, никто не желает. То есть тебе всегда, я столкнулась лично сама с этим, что дают просто в конверте зарплату, вот, и никто тебя оформлять не торопится. Причем можно проработать и полгода, можно проработать и 4, и 5 месяцев. Вот я буду рассчитывать, что мне дадут справку там, где я работала в течение года 15-го, и я рассчитываю найти все-таки эти билеты, где я переездами занималась. То есть прежде чем вводить подобный налог, мне кажется, надо навести порядок в стране в плане рабочих мест. У нас страна аграрная, извините, не каждый же пойдет человек пахать землю или иметь свое домашнее хозяйство. Еще удивило, знаете что? Что алкоголикам, наркоманам и кто лечится в ЛТПР, где-то там, в ЛТП, им налог платить не надо. Вот это очень поражает. И удивляет своей, надо было, наверное, в этой стране алкашкой стать, чтобы не платить этот налог. Но я считаю, что это просто нарушение прав человека. Дякую вам, Рики. Я так считаю. Дякую вам. Я посмотрела, налог на яйца. У меня детей нету. Мне уже, я не девочка, но это моя личная жизнь, это мое дело, рожать или нет. То есть я не удивлюсь, если мне завтра предстоит принести справку, почему я не захотела. Понимаете, откуда эти справки покупать, я тоже не знаю. Но, честно говоря, это называется смех сквозь слезы. Вот. Дякую вам, Рики, дякую. Спасибо. Вот так протягивают люди выказываться на эту тему. Міркування відносно АБХС ми не дочули, але будемо шукати інші виказування, інші міркування. День добрий. Чи скажете кілька слов ви про те, що бачите? Доброго. Так не дуже люди охотні на виказування, але тим не менш цікавість у мінаків все ж таки є до цієї події, до цієї акції. Оригинальный налог. Да. Как реализовать? Какой вопрос был у вас? Какой новый налог власти ведут?
будущем. Чтобы везели или ведут? Ну, которые ведут. Новый. Какой может вести новый налог наша власть? Я думаю, что мои предложения так, что власти, я лично предлагаю, чтобы люди легализовали свои деньги. От них брали налог. Конкретно налоги, чтобы люди в Беларуси, например, конкретно свой капитал привез, или у людей в самом Беларуси людей деньги есть, может, они не боятся, не хочет показать. И сказать, что, например, деньги, у меня, например, 100 тысяч, 200 тысяч, и государство, и конкретно деньги назначили, что вот сколько налог платилось, вот, пожалуйста, ваши деньги, чтобы он никогда не боялся. А какой-нибудь абсурдный налог, абсурдный какой-нибудь налог, какой вот думаете он будет? Вот, это вон тяжело сказать, потому что это больше экономисты знают, больше потому что... Ну вот по вашему мнению, какой бы абсурдный налог новый ввели? Пока нет, нет. Да. Налоги здесь нормально. В сравнении, если будем всегда сказать, что вот, Запад и так легко, там, где здесь в Беларуси плохо, но это неправда. А скажіть, будь ласка, ви сам громадянин Білорусі? Да, я гражданин Беларуси, да. Ви працюєте? А? Ви працюєте? Что? Ви працюєте? Как? Работаете? Да, предпринимателем работает. Всю порядку, так? Да. Что думаете про то, что люди атрымоўваюць абавязак плаціць падатак, калі яны страцілі працу? Ну, я по-белорусски плохо знаю. Если человек не имеет работы, и ему нужно платить налог за то, что он не имеет работы, как к этому относитесь? Не, ну почему? Если не работает налоги, он должен платить. Откуда он сидит в диване, откуда у него деньги? Ну, а заплатить податок откуда ему? Ну, это его проблема, пусть платит. Так вы згодны з гэтым, так? Да, пусть А платит. скажите, вот в той краине, где вы жили ранее, вы здесь там народились не в Беларуси, да? Нет, я не в Беларуси родился, да. У вашей той краине есть такая практика, податок на дармоедство, то есть налог на безработицу? Нет, но это у каждой страны. Вот поймите, что каждая страна ведут свою политика. Сам знает свой народ и свою политику, и свое государство. В вашем государстве есть такое? Но в наше государство такого нету. Но здесь больше условий создано здравоохранение бесплатно, медицина бесплатно, например, образование бесплатно, например, другие условия. Хорошо, ну а там можете назвать страну, вот, из которой вы приехали? Я? Да. Я из Афганистана. Но живу здесь, я гражданин Беларуси. Там в Афганистане что, бесплатного ничего нету, да? То есть все нужно платить, за все надо платить. Да. Ну, бесплатно сейчас в мире ничего нету. В мире, не только в Афганистане. Вот капитализм, капиталистическая сторона, что строит? За все надо платить. Ясно? Спасибо. Удачи вам. Вам тоже. А это какой телевизор или что у вас? Радио Свобода. Радио Свобода. Радио Свобода. Ради свободы. Господи, что меня арестовали меня. Не арестуют. Добрый день. Ну, тут бачым, што супрацоўнікі міліцыі патрабуюць ад людзей, якія гандлююць, згарнуць гэты гандаль, бо ён неафіцыяльны, ён незаконны, можна сказаць. Ну, пакуль што удзельнікаў акцыі не чапаюць. Ну, вось бачым, што спыняюцца мінакі і адказваюць на пытанні, якія падаткі яшчэ магчымыя ў Беларусі. Тыя людзі, якія тут праводзяць, так сказаць, несанкцыянаваны гандаль, адмаўляюцца нешта казаць, як кажуць, праблем і так хапае, вось такой фармулёўкай. Добрый день. А якія падаткі вы пералічылі? Распавядзіце.
возможно, будет налог на иностранную продукцию, то есть фирмы какие-то, как Zara или что-то такого. Потому что они меньше платят налог, чем те люди, которые много зарабатывают. Поэтому те люди, которые мало зарабатывают, нужно, чтобы они платили больше налог, чем те, которые много зарабатывают. Как-то так. Ці можна для радіо, скажіть кілька слов. Що ви думаєте от про той податок, який був? Ви вже нечто сказали, але, може бути, ще раз повторите. Як ви ставитеся до податку на дармоедство? Ну, дело в том, что я собираюсь в паломничество по монастырям, и я просто не понимаю, как в этой ситуации мне быть, потому что, скажем, я официально сдам свою квартиру и поеду по монастырям путешествовать. А также я планирую жить при церкви в Минске, ошибся, в Беларуси, помогать ее строить. И по каким-то своим делам еще буду появляться в Минске. То есть, я не знаю, если меня будут преследовать с этим налогом, оплатить я его принципиально не буду. Потому что заплатить его, это значит признать, что ты, как бы соглашаешься соглашаешься с тем, что ты раб. Вот. И этой преступной воровской власти, которая уже опустилась до того, что стала на уровень карманников, уже залазят в карманы простых людей. Вот. Поэтому, я не знаю, тогда я уже думаю вообще уехать с этой страны, или на Украину, или в Россию. Вот. Что бы вы сказали? Я не знаю, как бороться против этого. Я пойду на марш рассерженных белорусов. Вот, потому что я хочу выразить уважение всем тем людям, которые придут на этот марш. Вот. То есть я в поддержку этих людей в первую очередь пойду. Не сколько себя, сколько белорусского народа. Ну, як бачимо, такі протести, так, ці, во всякому разі, незадовольнення людей досить велике, відносно цього податку. Да? Чому так відбувається, що приймаються які розпорядження, укази, ті, які викликають таку громадську, доволі масову таку незадоволеність? Як вам подається, чому так є? Ну, значит, я телевизором не пользуюсь всю свою жизнь. У меня компьютер, интернет. Но когда у меня есть возможность, я все время с интересом смотрю белорусские новости, чтобы посмотреть технологии лохотрона, как людям промывают мозги. Что с российской стороны, например, или белорусской. Как только Лукашенко пришел к власти, в первый же день я услышал, как он по телевизору сказал, что во всем виноваты коммерсанты. И я понял, что людям в этой стране не дадут зарабатывать и жить самостоятельно, свободно, проявлять свою инициативу. Ими будут управлять из-под палки, ломать людей, делать из них холопов и крепостных. Вот. Какой ви вопрос задали? Чому так отримується, що приймаються укази, розпорядження, закони, які суперечать настроям і чеканням людей? Люди не задоволені. Потому что, значит, человек, который у власти, у него тип сознания политрука и председателя колхоза. Это советский управленец. И у него такой тип сознания, что он по-другому управлять не может. Он только, его уровень сознания быть управляющим, например, концлагеря или трудового лагеря. Вот. По-другому он просто не может, даже если бы хотел. Вот. То есть такой низкий уровень интеллекта, наверное, у человека. Вот. Он живет вообще в своем мире. Он в свое время мечтал прийти к власти в Кремле. И это даже без всякого телевидения это понял по его повадкам, намерениям, словам. В итоге ничего не получилось. Теперь ему остается выполнять свою бесовскую демоническую программу, чем он одержим. Мучить людей и жить на горбу людей. Он вокруг себя собрал настолько тупых людей. Морды вот этих людей, которые его окружают, настолько гнусные. Кобяков, Ермошина, там Щеткина какая-то и прочее. Эти люди имеют дома за $1 миллион, не заработав своим трудом эти деньги, и еще при этом в чем-то обвиняют белорусский народ и говорят, что белорусский народ еще им должен какие-то деньги отдать. Дякую вам велике. Пробачте, мусимо перепинити говорку, тому що к організаторам вже підійшли співпрацівники міліції і потребують ніяких тлумачень. Так.
Справа в тым, што не паспелі взять дазвол. Потому что у нас так хутка прымаюцца рашэнні, дэкрэты, падаткі, мы не паспелі звярнуцца да органаў улады. Я понимаю. За дазволам. А это не санкционированный митинг. Это не, вы не Я должны не здесь говорю брать об этом. никаких разрешений. Я считаю, что это уже власти переходят черту дозволенного. Это именно они переходят черту дозволенного. Безобразие просто. Когда они разрешают здесь торговать всем чем угодно, щенками, борзыми и всем чем угодно, то для них это вообще не проблема, как мне сказал этот парень, что этим налоговая занимается. Не налоговая, этим они все должны заниматься. Что вы думаете вот про и про эту ситуацию, и вогуле про ситуацию с податками, вот про які сьогодні Вы говорили? знаете, что я когда смотрю вот на эту ситуацию, я думаю, господи, ну неужели у наших властей ума нет? Но для того, чтобы вот такие податки взимать с людей, нужно прежде всего самим научиться их платить. Нужно вести так политику экономическую, чтобы у нас не было таких возможностей, чтобы с каждого человека можно было снимать максимум того, что он может отдать. Не только максимум, а даже сверх этого максимума. Я считаю, что это просто над нашими людьми такое издевательство идет, которого ну ни в одной стране нет. Я такого нигде. Я 12 стран объездила, в командировке была, но я нигде не видела такого безобразия, как творится у нас. У нас народ просто уничтожают. И я считаю, что делается это с помощью властей. Як ви думаєте, що у таку ситуацію можуть робити самі люди? Вот ми народ. Вы знаете, что у нас народ настолько забит, настолько он неграмотен юридически, что он ничего не может сделать. Но если бы каждый на своем месте хоть раз выступил, то я думаю, что, наверное, бы хоть что-нибудь бы изменилось. Потому как каждый человек должен защищать свои права. А у него, кроме прав на вождение автомобиля, в государстве ничего нет. Дякую, велике, дякую. Податки, што ў нас прыдумляюць улады, яны не зусім адпавядаюць чалавечым нормам, маралі, канстытуцыі і так далей. Я думаю, што вы таксама у нечым можете трапляць у гэтую мэтовую групу. Скажите, а почему, еще раз повторюсь, вы не взяли разрешение на проведение данного мероприятия в советской администрации? Я хочу сказаць, што мы просто не паспелі, бо у нас такія законы 15 дзён трэба чакаць, 15 сутак. Я это понимаю. По-другое, я не ведаю такой практыкі, калі пры звяртанні, калі нейкія ініцыятыўныя грамадзяне звяртаюцца за такой прапановай і ўлады дазваляюць. Я думаю, вы самі разумееце, што ніхто не дасць дазволу праводзіць такія вот акцыі. Возможно, я не знаю, я не работаю в администрации. Так вы тады зразумееце і нас таксама. А як вы думаеце, якія падаткі могуць быць у наступным Я не годзе? буду давать никаких комментариев по этому поводу. І вы? Ну, добра, мы тады зараз працягнем тут людзей апытваць, розныя думкі ёсць. Можа быць, нехта знойдзецца, хто падтрымлівае дзеянні. Мы ж такі не бачылі. Пакуль мы, бачыце, нікому не перашкаджаем, ні на які пакуль не скатыцца. Вам прысутнічаем, добра, пытанняў няма. Колькі словаў, Олег, якія былі да вас пытанні супрацоўніку міліцыі, як разышліся на чым? Бачна, што падышоў патруль, міліцэйскі патруль, які цікавіўся, што мы тут робім, ці ёсць у нас дазвол. Я зрабіў акцэнт на тое, што дазволу у нас няма, бо на гэта ўвогуле, можа быць, ён і не патрэбен, то больш у нас не было часу да таго, каб мы маглі звярнуцца. А па-трэцяе, улады бы не далі нам на такія нашы акцыі, флешмобы, ніякіх дазволаў. Адносна вас, што складзены нейкі пратакол, ці запісаны ваши прозвішчы, што? Пакуль, як бачна, яны перапісалі мае дадзеныя, праверылі мою асобу, хто я, што я, і запісалі з маіх словаў тое, што тут адбываецца. І пашлі, от бачна, па рацыі з нейкім раіцца. Будем чакаць іх реакцыі. Ну, пакуль бачна, без рэпрэсіяў. Скажите, ласка, вот, ну, что уже вам отказывают люди? Вы задаете питание якое? А я, звычайна, задаю такое пытанне, як вы думаеце, якія падаткі прыдумаюць нашы улады ў бліжэйшы час? Ну, і тут бачна, што маладыя людзі кажуць, што будуць падаткі на інтэрнэт, пакупкі, таксама наўпрост на інтэрнэт, потым таксама кажуць вельмі шмат, што павысяць старыя. То есть, якія ўжо ёсць, яшчэ ў 2-3 разы могуць павысіць, так. Яшчэ акцыю працягваеце, так? Так, яшчэ ладзім, бачна, што нікому не замінаем, людзі на нас не скардзяцца, міліцыі няма, тварам уніз нікога не кладуць, будзем яшчэ знаходзіцца. Дзякуй, Лікі, дзякуй. Ну, будзем сачыць за хадой падзеі.
Я нагадаю, что у эфира «Радио Свобода», и мы проводим прямую трансляцию с вуличной акции, с флешмобу, який проводить громадська організація «Альтернатива». Вона проводиться умовно на вулиці, вона знаходиться у переході на столичной площади Якуба Колоса. Это вельми людный переход, где ідзе вельмі шмат людзей, вельмі вялікі поток, і людзі ідуць з Камароўскага рынка на плошчу, метро, спыняюцца, чытаюць і адказваюць на пытанні. Нагадаю, що зараз ми ведемо трансляцію з флешмоба, яку проводить громадська організація «Альтернатива». Тут у переході на столичной площади Якуба Колоса молодые люди разместили на стенах плакаты з тэкстамі магчымых падаткаў, якія могуць быць уведзены ў Беларусі. Ну, якби адпраўной кропкай, такой адпраўным пунктам стаў падатак на дармаедства, які ўведзены ў краіне. І людзям прапанавана выказацца, якія яшчэ магчымыя падаткі будуць уведзены. Як сказаў лідар арганізацыі «Альтернатива» Олег Корбан, мэта гэтай акцыі прыцягнуць увагу грамадскасці, ну, і к самому падатку, які выклікае многіх людзей абурэння, і пра ягоную абсурднасць, і пра тое, што да якой ступені гэта абсурднасць можа даходзіць. Вот зараз людзі выказваюцца. Очень тяжело. Особенно пенсионерам ужасно. А для вас придумают ли они новые налоги или нет? Или уже вас оставят в покое? Нас, я думаю, что оставят в покое. Нас уже нечем обкладывать, мы и так доходим. Понимаете, очень тяжело. Кто в этом виноват? Где разбираться? В чем? Это другой вопрос. Зайдите в магазине, пусто. Хотя бы та мебель, пустота. Ни народу, ни мебели, ничего. Зайдите в другие магазины, то же самое. Все становится мертвым. Чому, як ви думаєте, чому так відбувається? Не знаю, не знаю. Экономика, ну мы что-то ж производим. Мы что-то стараемся, неправда. Мы что-то делаем. Может быть, кто-то другие нас, знаете, хочет як бы задавить. Это я не знаю, я не политик. Конечно, так. Але вот что тычыцца вот этого податку на дармаедство, ці ён у вашей сям'і некага закрануў, ці не закрануў? Что вы думаете? У нас такого нет. Получают, работают. Конечно, не так, как было ранее. Но выживаем же. Но хотелось бы, знаем же, як жили и як живем. Ось такое меркаванне людей. Продолжу распавядаць, что лидеры громадской организации вышли до людей у пераход, у людный пераход, каб прыцягнуць увагу да падатку на дармаедства і прапанаваць ім выказацца пра гэты падатак і пра магчымыя падаткі, якія яшчэ могуць быць у Беларусі. Или сделать налоги для тех, у кого нет автомобиля. Потому что те, у кого есть, уже платят. А у кого нет автомобиля, он должен заплатить. Будет такой налог? Навряд ли, мне кажется. А есть какие-нибудь еще мысли, что можно ждать от них? Налог на воздух, на яйца? Не, возможно, может такая ситуация быть. Не исключайте. Да, не исключайте. Скажите, будь ласка, вот податок на дармаедство, ці ён тычыцца вас і, может быть, ваших родных, близких, знайомых? Нет. Нікога, так? Нет. А что думаете про яго? Ці ён справедлівы ўвогуле? Ці трэба такі падаток? Нет, конечно. Чаму? Ну, это как-то, не знаю даже, как объяснить.
Ну не надо, это лишнее было. Вот так вот. Чому ви уведені? Многі люди кажуть, от я ще не зустріла, хто б сказав правильно. Многі кажуть, що не треба було. Але чому він був уведений, як вам подається? Я не знаю, как это объяснить просто. Ну, деньги, наверное, надо государству, и поэтому, ну, так вот. Чи є у людей гроші, як платити їх вода, так як ви думаєте? Навряд ли. Как бы, если денег нет, то... Ну, сейчас много делается, вот, ищутся ходы, которые против вот этого. Ну, чтобы избегать этих налогов. Именно на тунеядство. Ви готові підтримати такі заходи, щоб позбігнути цих податків? Ну да, конечно. Дякую, Велик. Готовы, дякую, Велик. Ну, вот такое меркование молодых людей. Бачимо, що некоторые не відказують на питання на вопрос, але таку саму акцію, до самої акції увага у людей є. Цікаво, що відбувається. Ну, видать, що не обиякові люди до цієї ситуації. Нагадаю, що це такий флешмоб опитання людей відносно податку на дармоєдство і відносно можливих податків, які будуть введені в Білорусі. Лідери громадської організації «Альтернатива» пропонують людям виказатися на цю тему. Флешмоб відбувається в центрі Менську, у переході на столичній площі Якуба Колоса. Может быть, у вас какие-то особые идеи есть? Дівчата, коли дозволите пару питань. Вот податок на дармоедство, чи он тычется кого-нибудь з вас, чи, може, знайомих? Ну, вообще относительно, можно сказать. Просто я работаю как физлицо и считаюсь официально безработной. Мне приходится платить налог и по работе, и по безработице. Как... Вы отримали такие листы? Ну, пока получил мужа, я жду. Что вы думаете про это? Ну, я думаю, что нехорошо это, я думаю. Что, конечно, хочется какой-то помощи, поддержки. Вот. Как будете выходить из ситуации? Ну, я надеюсь, что как-то это пересмотрят просто, что все хорошо будет. Я на это надеюсь. Вы не лічите справедливым, как вы платите этот податок, так? Ну, как-то да. Что будете робить з гэтым? Калі не будзе адмены, вот будут настойваць на гэтых выплатах, будете платить далей, ці будете все ж таки спрабаваць неяк вырашыць это пытанне? Ну, посмотрим по ситуации. А ввогуле, як вы думаете, чему так адбываецца? Да? Вот ваш приклад хотя бы. Ну, ці лічыце его справедливым такой ситуацию? Ну, может, это как-то с кризисом связано, я не знаю просто, что вот такая ситуация. Ну, надеяться хочется на лучшее все-таки, что... Дякую вам, дякую. Всего доброго. Нагадаю, що ви бачите флешмоб, який проводить громадська організація «Альтернатива». За плечами у молодих людей вивішені ульотки, на яких написані тексти магчимих податків, які будуть введені у Білорусі. Увогуле, сенс з цієї акції – притягнути увагу громадськості до податку на дармоєдство. Ну, лідери організації кажуть, що самі вони лічать цей податок абсурдним і чекають, що, можливо, абсурдні податки будуть введені в ближайшій будучині. Ось які вони можуть бути, вони пропонують виказати людям, які зараз йдуть тут по своїх справах у цьому переході. Це відбувається на площі Якуба Колоса у Менську. Підземний переход. Приходили співпрацівники міліції, які висвітляли, що відбувається, хто ці люди,
Гэты спрацоўнікі міліцыі недалёка не адходзяць, яны ёсць паблізу, але не перашкаджаюць акцыі. Ну вот з'явіўся малады чалавек з характэрнай відэакамерай. Ну а тут у нас падходзяць людзі, якія жадаюць выказацца, так? Ага. Ну, калі ласка, ці ведаеце, што тут адбываецца? Ну, все хорошо, весело, дружно. Вот. А что весело, дружно? Ну, встречаемся, разговариваем. Но тут гаворка вот у гэтую хвіліну не пра тое. Тут гаворка пра тое, што маладыя людзі просяць людзей выказацца, вот тыя, якія праходзяць, выказацца пра падатак на дармаедства. Дармоедство нам не надо. Дело в том, что если бы нам государство помогло в том смысле, что каждый человек должен работать и защищать свою семейную эту жизнь, не просить милостыни, дайте, пожалуйста, а давать условия для человека, чтобы он дальше и дальше развивался, и деток своих отправлял на истинный путь. Пожалуйста, я-то дедомовская, я уроженка Абхазии, но здесь нахожусь, потому что знаю, что здесь легко мне в этой жизни жить. Тут, в Беларуси? Да, дочечка моя тут. Был зятек, погиб трагически. Як вы давно тут живете? Ой, не скажу, потому что без паспорта не скажу. Добра. А што скажаце пра падатак на дармаедства, што ён ёсць? Это правильно, неправильно, справедливо? Неправильно, неправильно. Вот я бы вашему папе сказала бы, прямо в лицо сказала бы, молодой человек, дай людям спокойно жить нормально, на земле работать, на своей личной земле. Мне бы дали 4 квадратных метра, я бы там жила и на земле работала. Но у меня уже нет здоровья, мне уже много лет, и тем более полуслепой человек. Я не обижаюсь ни на кого. Понимаете, жизнь, она и жизнь. Как это Ванда говорила, будет это, будет то. Так вот я говорю, когда мы будем стараться, мы блинов напечем. Когда не будем стараться, мы голодные ляжем спать. Ну, вы сказали уже... За тунеядство я хочу сказать, отменить надо, доченька, отменить. Я прошу, отменить, потому что условия у людей разные. Кто-то живет, панует, а кто-то горует. Вы понимаете? Мои дети тоже горуют, потому что не потому, что они ленивые или плохие, а просто, понимаете, трудно строить дом, строить жизнь семейную. Вот я бабушка старая, хочу замуж, но никто не берет. Понимаете как? Мы мусульмане, но мы тоже люди. Дякую велике, дякую велике. Уважаю, люблю Беларусь. Уважаю, люблю Беларусь. И ваши люди очень добрые, очень хорошие, очень милые. Мне очень нравится. А про влады что скажете? Про владу тоже молодцы. Держите форму так. Форму, когда человек в форме, он не ругается. Он не злится, он делает свои дела. А закон, надо конституцию эту понимать и подчиняться. Дякую вам велике, дякую. Всем доброго. Зараз ко мне подходит, подошел, а хто, до речі, ви, скажіть, будь ласка? До мене підійшов супрацовник міліції Советського району, просить мої документи, зараз будемо розбиратися. Але чому мене їх питаєте? Я журналістка і... Удостоверить вашу личность. А, да, конечно, зараз, одну хвилинку. Вы проводите какое-то массовое мероприятие. Ну, я його не проводжу, а освещаю його проведення. Вы участвуете в нем. Вы не правы. Журналисты не участвуют. Конечно, ну хвилину. Не хвалюйтесь. Зараз покажу. Але ви, ласочка, покажите ваши все ж таки документы, щоб я могла поглядеть ваше ім'я. Мы отойдем с вами. и всё. Не-не-не, мы будем это робить так. Это все відбувається в прямом ефірі. В прямом эфире я не выступаю.
Если вы Я вас, будете я вас, и не, снимать в за- я вас и не если меня будете запрошаю. снимать в прямом эфире, да? Я вас и не запрошаю. Мы пока хотим удостоверить вашу личность. Але чому ви збираєте документи? Я сейчас вам их дам. Я Так перепишу верните, ваши- будь ласка. Я вам перепишу ваши данные. Вы, Да. вы возьмите, Неудобнее верните, будет столик. будь ласка, документы журналистам. Я верну. Так я верните. не вижу, что они журналисты. Это просто они представились простыми. Документ журналиста. Я сейчас его фотографирую. Будь ласка, верните. Не сейчас, а прямо зараз. Хвилиночку уваги прошу глядачів нашого сайту. Хвилинку уваги, терпіння, мушу розібратися з працівником міліції. Порядка 5 человек, журналисты, значит, пресса «Белопан», значит, проводит опрос граждан. 4 человека представляют гражданскую личность. Да, ну, значит, я сейчас вот паспорта, данные вам давать какие-то, значит, что-что? Формата А4, склеенные листы. Я сейчас вам скину большой. Настоящие налоги от нашей власти, значит, здесь поставили коробочку для, так сказать, сбора, задаток на коллектора, налог на инвестиции. Да, сами снимают, столик здесь, да, я это сейчас заснял, сейчас просто удостоверю их личности. Вот еще пресса согласилась, видите, пообщаться со мной. Корреспондент Бакунчик Галина, Радио Свобода. Да, сейчас это одну секунду. Галина, не волнуйтесь, я ничего забирать не буду. Если можно, вы Ви не маєте права його забирати. сфотографировать. Вот возьмите на более длинный вот. Криласка, криласка. Все, видите, вы так волнуетесь. Але ви своє посвідчення так само покажіть. Ні, ну це ж... Ми ваше посвідчення не бачили, добре. Да, Юрий. Ну, докладываю, значит, здесь 5 человек проводят направленные на... Ну ось працівник міліції все ж таки не показує свого посвідчення, відворачується від відеокамер. Я за него платить не буду, если... Тим часом акція протягується. Молоді люди підійшли так само, цікавляться цією акцією. Добрий день. Журналісти, коли можна, кілька слов, ці ведаєте, що тут відбувається? Ну, надо почитать еще. Молодые люди просят поразважать. Ничего себе, а что нам пенсионерам делать тогда? Просят выказаться про то, что уведенный податок на дармоедство. Что вы про это думаете? На дармоедство я согласна. Чему? Ну чему? А кто нас, пенсионеров, трохи будет поддерживать? А вот на здоровье я не согласна. Потому на дармоедство еще почему? Потому что я живу в доме и вижу, что дармоеды задешево работать не хотят. Але многие люди хочуть працювати, але не мають праці. Такое ведаєте? На які гроші не хочуть працювати? Я думаю, що працю совершенно можна знайти. Погляньте, яка велика Беларусь. Сколько у нас работы на полях, а йдуть на поле, у лес. Человек у городе, як він може працювати на полі, у лісі? Если он в городе, а сколько у нас ходит автобус? Я сама ездила за 20 километров, працевала. Что вы думаете? Разумела. Тобто вы податок потребляете, да? Служебные автобусы. Даже не хочу слушать, что дармоедство не надо их заставлять работать. А что делать? Посмотрите, что делается. Вот я живу на Якубовском, на Заходе. Вы что? Столько дармоедов молодых. И что?
Я зрозуміла. А скажімо, про ті податки, про які говориться от тут на плакатах. На здоровье, я же сказала, не согласна. Вот это нельзя делать. Податок на, а там же на поветра еще что не хватало. На інтелект, на інтернет, на кілограми. Ну, знаете, что не знаю. На интернет не знаю. Я хоть и старая пенсионерка, но без интернета не могу. Дякую велике. Дякую велике. Ну что, вернемся до нашего сопрацовника милиции, до дальнейших удельников акции. Тут активист альтернатив. Спрацовник міліції протягує узгодняти свої дії, прочитає документи удільників акції. Ну а тим часом розмова з людьми протягується. Спрашиваем людей мнение, что же еще придумают, как перестроить сняться обычно. Добрий день. А що можете сказати про той податок, який є? Скажем, податок на дармоедство. Ці він кого закрану у вашій сім'ї? Не понял. Податок на дармоедство, на беспроцентный. Те, которые не работают? Ну, правильно сделал. Я всю жизнь работаю, и наши все работали. Я вот по сегодняшний день работаю. У меня 43 года уже стажа. А это тунеядцы, которые... У нас тоже много у меня знакомых, и это не хотели работать. А сейчас, платить надо, вот правильно сделал. Я за. А скажіть, будь ласка, як ви думаєте, ці всі люди мають таку роботу? Якби ці всі... Знаете, что я вам хочу? Кто захочет, тот будет работать. А коли не секрет, от ви кажете, ви працюєте, скільки ви заробляєте, яка у вас праця? Я работаю санитарочкой. І скільки ви заробляєте? Ну, я не буду говорить. Так може люди не хочуть за такі гроші працювати? Ну, кому как. Меня устраивает. А кого не устраивает, пускай ищут лучшие работы. Дякую вам, дякую. Ну, є, бачите, такі міркування, і які у підтримку декрету. Говорка протягивается. Я нагадаю, что мы ведем прямую трансляцию с Костричницкой площади, с площади Якуба Колоса у Менску. Тут у подземном переходе громадские активисты организации «Альтернатива» проводят флешмоб адносно податков на дармоедство, каб прыцягнуць увагу грамадскасці да гэтага падатку і прапанаваць ім выказацца адносна гэтага і адносна магчымых падаткаў, якія могуць быць яшчэ ў Беларусі. Як сказалі лідары арганізацыі, мэта этой акцыі паказаць абсурднасць гэтага падатку, які ёсць на сённяшні дзень. На воздух. А еще у нас отмечено на воздух. На секс.
Больш за гадзіну ўжо праходзіць флешмоб, які праводзіць лідары грамадскай арганізацыі «Альтэрнатыва». Флешмоб прысвечаны падаткам на дармаедства і, магчыма, іншым, якія будуць уведзеныя у нас у Беларусі. Мэта акцыі прыцягнуць увагу грамадскасці да таго, што людзі мусяць плаціць зараз падатак на беспрацоўе. Ну, тыя, хто сочыць за нашай трансляцыі, ўжо заўважылі, што да удзельнікаў акцыі, да арганізатараў прыходзілі супрацоўнікі міліцыі, правяралі іх дакументы. Ну і на гэтую хвіліну не толькі удзельнікаў, але і журналістаў, і на гэтую хвіліну тут ёсць супрацоўнік міліцыі, які перапісаў дадзеныя ўсіх удзельнікаў, тым ліку журналістаў, перапісаў змест плакатаў, якія на сценах, ну і узгадняе свае дзеянні па тэлефону, відаць, сваім кіраўніцтвам. Людзі тым часам выказваюцца пра падатак, і вот тыя людзі, якія цікавяцца, мы спрабуем з імі паразмаўляць, так? Давайте паразмаўляем, што вы думаеце пра падатак на дармаедства? Увогуле, вот эта акция, вы, напэўна, не ведаеце, что это такое, так? Нет, я понимаю, но дело в том, что я против этого, потому что в деревнях вообще работы нет, если на то пошло. И в других областях тоже, особенно Витебская область, вся стоит без работы. Что вы думаете, что при этом принимаются такие указы про податок на дармоедство? Что про это скажете? Ну, я против этого закона. Если, как бы, для меня это что-то... Нигде его нету, только у нас. Дякую, Лики, дякую. Ну вот, удзельнікаў акцыі працягваюць фільмаваць, відаць, прадстаўнікі спецслужбаў. І вот уже з'явіўся прадстаўнік чагосьці, нейкай, відаць, адміністрацыйнай структуры. Снимайте быстро. Снимай, милиция мне пришла, сказала, что снять коробку. Скажите, кто вы? Супрацовник ЖЭСа, напевно, так? Нет. Не переживайте. У нас все добре, бачите? Ну вот, мент пришел, только сказал мне, иди снимай коробку. Мы бачим этих ментов, вот они стоят. Вы не хвалюйтесь, зараз мы все питання вирішимо. Все равно, я думаю, нам выдадут штраф. Так дайте хоть нечто порушить, как мы его могли сплатить. Зараз, я думаю, ще хвилину 5-10, бо бачите, співпрацівники міліції, от у штатському взялися, вони будуть блокувати вже. Будуть доволі кепські комунікації з мінаками, тому, я думаю, може не буде сенсу ладити надалі акцію. Ну, Олег, як ви ввогуле оцінюєте вот эту сьогоднішню акцію? Ці мела на виник, ці досягнула мети, яку ви мели? Бачите, ось люди припиняються, читають, доволі позитивно реагують, виказують свої міркування і сходяться на тим, що до ладу від сьогоднішнього дня можна чекати все, що завгодно. Любі абсурдні податки, які декрети і так далі. І бачна їхня підтримка, доволі позитивні емоції, ми гэтым доволі, скажем так, устешенные. И так само вот наш посыл, если будем молчать, это станет реальностью. Вот про все наши податки. Нехай люди так само вот идут, так и задумываются. Когда они будут снова уже молчать, сидеть на кухне, то это все станет реальностью. Вот. Тому я думаю так. Дякую, Ліки, дякую. Ну от, я думаю, ще кілька хвилин застається до закінчення цієї акції. Почекаємо її завершення. Будемо бачити, ці дадуть можливість удільникам покинути це місце. Бо, як бачимо, от знову супрацівник комунальних служб прийшов на загад міліції, як він сказав, прибирати те, що тут розвішено на стінах. Бачно, їм дали забрати, тому що не можуть розійстися. Ми бачимо от реакцію, так, коли ми не сходимо, вони не можуть викликати співпрацівників МАПу, може бути, такі у них сьогодні нові
справілі і викликають от таких людей у помаранчевій вопраці. Ось. І бачно, що їм дали загад прибрати, як це було бачно з ягоних слов. Ну, тому, бачите, акцію ми вже наші вимушені будемо сканчувати на гэтым, бо вже блокують і так далі. Дякую, Ліки, дякую. Ну, я думаю, что поскольку акция завершается таким несподіваним чином, і вона завершається, справді, як сказав лідер організації Олег Корбан, я тільки мені зостається нагадати, що у ефірі була Радіо Свобода, з вами Галина Бакунчик. Ми провели прямую трансляцію з флешмоба, яку організував громадська організація «Альтернатива». Яны спрабавалі прыцягнуць увагу грамадскасці да падатку на дармаедства і выказацца адносно таго, якія магчымы яшчэ падаткі ў Беларусі, каб прыцягнуць увагу да вот этой сітуацыі, якая выклікае незадавальненнем вельмі многіх людзей. Прапановую сачыць за інтэрнэт-сайтам Радыё Свабода, да сацыяльнымі сеткамі. Усе грамадска-сацыяльныя падзеі, які адбываюцца ў нашай краіне, можна бачыць, чытаць пра іх. Калі ласка, звяртайцеся, і мы развітаемся на гэтую хвіліну. До новых сустрэч.